Для полноты картины еще не просто несколько слов о Дагестане, а именно что поподробнее об этом критически важном для всей страны регионе России. Теракт, о котором говорил Путин, это то, что произошло в тот же четверг. Мощные взрывы на посту ДПС в Хасавюрте составило более 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взорвана была девятка «Жигулей», ехавшая со стороны Махачкалы, и при попытке ее досмотреть взрывное устройство привел в действие тот, кто сидел за рулем. Погибли 3 прикомандированных сотрудника МВД с Вологодчины. Вечная им память, ведь таким образом они предотвратили крупный теракт, который явно готовился в городской черте. Это первый такой случай с тех пор, как во главе Дагестана встал новый руководитель Рамазан Абдулатипов. Но это не единственное для него испытание в эти дни. На него, аварца, сменившего даргинца, пожаловались президенту России представители Третьей Дагестанской национальной общины – кумыки. Важная деталь. То, что было названо чрезвычайным съездом кумыкского народа, прошло при этом не в Дагестане, а в Пятигорске. То есть вроде бы и в Северокавказском федеральном округе, но на Ставрополье. Они обвинили власти Дагестана в ущемлении интересов кумыков при решении кадровых и земельных вопросов республики. И это, конечно, не добавляет республике стабильности. Думается, что всем понятно, эти темы отнюдь не местные дагестанские сейчас, а поистине всероссийские. И если в нашем позапрошлом выпуске мы говорили с новым руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым, то сегодня наш собеседник, вице-премьер федерального правительства и полпредпрезидент на Северном Кавказе Александр Хлопонин. О том, почему при этом он выходит с нами на связь с Красноярской чуть позже. Сначала все-таки про Кавказ. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Сергей. Александр Геннадьевич, для начала напомню нашим зрителям, что про Дагестан часто говорят, что там существуют негласные квоты национальные. Ну, например, вот сейчас главой республики стал вместо даргинца аварец, но у кумыков при этом пост главы парламента. Про то, как в этих условиях проводят прямые выборы главы столь неспокойного региона, я вас спрошу чуть позже. Сначала спрошу вот про этот самый съезд кумыков. Ваша реакция какая? Ну, вы знаете, это уже не первая попытка, которая осуществляется различными нашими представителями разных национальностей. Я просто хотел бы отметить, что те люди, которые собрались, они не представляют интересы тех всех кумыков, проживающих не только на территории Дагестана и проживающих на территории других наших субъектов. Но это в очередной раз попытка торговаться определенными должностями региональными. Я думаю, что это непроходящий вариант. Это деструктивно, а не позитивно. Поэтому я думаю, что сегодняшнее руководство Дагестана, безусловно, учтет позицию третьей титульной нации в республике с учетом интересов. Но все-таки, еще раз, это не методы, которыми надо действовать для достижения результатов. Тем более, провоцируя эту ситуацию, проводя такие съезды или мероприятия на территории Ставропольского края. А вот теперь я вернусь к нашей же с вами беседе осенью, когда вы сказали, что являетесь сторонником прямых выборов в Дагестане. С тех пор в Думе в Москве появился законопроект, который позволяет проводить выборы глав региона через парламент. Но вот в нашем недавнем разговоре с Абдулатиповым я предположил, что эта норма, наверное, вводится как раз для таких сложных регионов, как Дагестан. Он, впрочем, сказал, что от идеи прямых выборов так сразу отказываться не стоит, что надо все взвесить. Что вы теперь скажете? Ну, Сергей, я хочу сказать, что у нас действительно мозаика на Северном Кавказе касается не только Республики Дагестан, а всех наших субъектов. Поэтому, например, в той же Ингушетии или в том же Чеченской Республике или в Кабардино-Балкарии, в каждой субъекте есть своя специфика. Я все-таки остаюсь сторонником того, что выборы должны учитывать мнение, интересы всех народов, проживающих на территории Дагестана. Поэтому те возможности, которые сегодня даны для маневра на уровне субъекта, либо через парламент, либо прямые, я думаю, что действительно это должны решить сами территории, сами субъекты и выработать на уровне местного парламента, посоветовавшись именно с жителями Республики Дагестан. Я думаю, что действительно они сами примут для себя правильное решение.